Какими сложностями сталкивается Афон, в частности, ваш объект показа, да, туристской деятельности? И как вы видите вообще выход из существующих проблем? Спасибо большое за приглашение на круглый стол сегодня. Кстати, Дионис Панайотович представитель городского собрания Нового Афона, так что Новый Афон откликнулся в его лице. Спасибо. Вот, уважаемые коллеги, моя тема сегодня, она называется «Этическая сторона проблемы на примере Новоафонского монастыря, туризма в Абхазии, как объекта историко-культурного наследия». Весной 2024 года исполнилось 30 лет со дня возобновления Новоафонского монастыря как духовного учреждения. В этом же году исполнится 100 лет с момента закрытия монастыря советской властью и превращения Новоафонского монастырского комплекса в один из первых крупнейших объектов туристско-санаторной отрасли Советского Союза, а на основе хозяйственных угодий и плантаций бывшего монастырского хозяйства создания совхоза имени Лакоба. Теперь на территории Нового Афона насчитывается несколько десятков объектов гостиничного типа с фондом более 1000 с лишним номеров. Сегодня наш монастырь – один из самых известных памятников историко-культурного наследия Республики Абхазия. Наряду с Новоафонской пещерой и Рицинским реликтовым национальным парком Новоафонский монастырь стоит первым в маршрутах экскурсионных бюро Абхазии и Российской Федерации. Соответственно, этому с каждым годом возрастает количество и туристов, и паломников, посещающих монастырь. И с каждым годом становится более острым проблема отношения к Новоафонскому монастырю как к духовному учреждению святыни, почитаемой далеко за пределами Абхазии. Несмотря на свою значимость для туристической отрасли Абхазии, а соответственно и экономической, Новоафонский монастырь в первую очередь важнейший историко-культурный объект нашей страны, представляющий огромную ценность. Упомяну то, что росписи соборного храма монастыря во имя святого Пантелеймона, выполненные в традиции русского модерна, так называемого национально-патриотического стиля начала XX века, сохранились лишь в 5 храмах бывшей Российской империи, в числе которых наш храм. Таким образом, забота и консервация росписей храма для их сохранения является сегодня одной из наших приоритетных задач. Однако порой мы сталкиваемся с отсутствием понимания данных проблем со стороны туристической отрасли. Первый пункт. Посещение монастыря организованными экскурсионными группами. В основном посетителей монастыря можно разделить условно на следующие категории. Это паломники, те верующие, которые приезжают помолиться в монастыре, участвовать в богослужениях, поклониться его святыням, посоветоваться со священнослужителями. Далее туристы, приехавшие самостоятельно в Новый Афон на экскурсию, либо отдыхающие в Новом Афоне. И третье – это экскурсионные группы, организованные группы туристов, сформированные как на территории России в Сочи, так и в Абхазии, обеспеченные сопровождением гида-экскурсовода. К нашему сожалению, именно с последней категорией часто возникают определенные затруднения. В частности, одной из основных проблем является постоянное нарушение правил посещения монастыря и его режима работы. Как любой объект историко-культурного наследия, музей и так далее, монастырь имеет график посещения, открытого доступа внутрь на территорию и в соборный храм. Это необходимо для определенных санитарных работ, влажной уборки храма. Однако же мы постоянно сталкиваемся с фактом привоза экскурсионных групп после времени, обозначенного для закрытия монастыря. И несмотря на многократные предупреждения экскурсоводам, эта просьба в силу разного рода причин игнорируется. Также стоит отметить, что маршрут многих экскурсионных групп выстраивается таким образом, что в монастырь туристы приезжают после посещения дегустационных залов,
ресторанов, зачастую с низкими санитарными нормами обслуживания и прочих мест. Этот прискорбный факт приводит к тому, что службой охраны Новоафонского монастыря фиксируются многочисленные случаи посещения туристами монастыря в состоянии глубокого алкогольного опьянения, либо с такими проблемами пищеварения, как отравление некачественными продуктами, приводящих в итоге к происшествиям как внутри соборного храма и внутреннего двора, так и на прилегающей к Новоафонскому монастырю территории. Все это негативно сказывается на впечатлении тех людей, которые осознают особое духовное значение монастыря и соблюдают все установленные правила его посещения. В качестве рекомендаций можно предложить экскурсионным фирмам выстраивать маршруты таким образом, чтобы посещение монастыря осуществлялось до посещения вышеуказанных объектов, с которыми, как мы понимаем, у нашей туристической отрасли существуют определенные договоренности на взаимовыгодных условиях. В качестве второго пункта это торговля у историко-культурных памятников. Это проблема. Розничная торговля алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями регулируется следующими законами и нормативно-правовыми актами Республики Абхазия. Значит, я не буду перечислять сейчас эти законы, но здесь приведено 5 ссылок на законодательство Республики Абхазия. К сожалению, всем известным является тот факт, что на территории, прилегающей к Новоафонскому монастырю, функционируют торговые ряды. В данных местах осуществляется различная розничная торговля. В основной своей массе речь идет о реализации разнородной продукции. Однако активно ведется и продажа алкоголя и различного рода продуктов питания и выпечки. Данная торговля должна быть упорядочена и приведена в соответствии с нормами действующего законодательства нашей страны. Есть, значит, ссылка на закон Республики Абхазия от 2015 года, номер 3847, о лицензировании отдельных видов деятельности, принят Народным собранием нашей страны в 2015 году. Розничная торговля алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями входит в перечень видов деятельности, на которую требуется лицензия. Необходим строгий надзор, в противном случае бесконтрольная деятельность по реализации данной продукции вызовет серьезные проблемы. Стихийное образование курортного рынка на тропе, ведущей к Новоафонскому монастырю, следует признать ситуацией форс-мажорной, действием непреодолимой силы, так же, как и около Лыхнинского храма. По факту положение вещей таково, что уничтожение торговых рядов представляется теперь делом чрезвычайной трудности. Возможность заработка в условиях реального дефицита рабочих мест неизменно приводит на это удачное туристическое пространство людей, нуждающихся в той или иной степени в реальном заработке, частных предпринимателей, арендаторов и реализаторов. Чрезмерная раздутость числа торговых точек в сочетании с нездоровой атмосферой внутри рынка, обман покупателей, грубость и прочее находится в прямой зависимости от качества торгового предложения. Не секрет, что содержание ассортимента продукции на данном торговом объекте плачевно. Большая часть товара, наиболее ходового товара, находится на границе с контрафактом, а некоторые наименования прямо таковыми являются. Это я говорю только о том, что рядом с нашим монастырем. За остальные объекты и торговые точки на территории нашей страны я не могу говорить. Это касается в первую очередь домашнего вина и меда, других товаров, которые либо маскируются под качество, либо выдаются за одноименный более дорогого класса, магазинный сыр под домашний и так далее. Из этого можно сделать вывод, что продавцы входят в личный нравственный конфликт, порождающий затем неадекватность служебного поведения. При имеющей место востребованности качественного продукта нет сомнений в том, что деятельность подобных торговых точек
освещается различными блогерами в интернете и существенным образом бьет по репутации нового фона и нашей страны. Надеюсь, что туристическая отрасль будет развиваться в соответствии со всеми требованиями сохранения и уважения как духовно-исторических памятников Абхазии, так и соблюдения прав потребителя-туриста. Благодарю за внимание.